Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24, программа «Мы вам покажем». Сегодня мы будем вам показывать, рассказывать, как создается, как шьется корсет. Ну, непростой, он немножко у нас с национальным колоритом будет. Я рада представить и самой познакомиться с Алиандрой Татоновой, хозяйкой швейной мастерской. Алиандра, здравствуйте. Здравствуйте. Уже мы пообщались насчет имени Алиандры, да, что означает цветок известный, да, очень красивый. Ядовитый. Ядовитый. Ага. Олицетворяет ли он вас? Вот интересно сразу вопрос. Да, скорее всего. Ага. Но вы занимаетесь, вы шьете, да? Как давно шьете? Расскажите немножко. Я шью где-то с 2010 года. Начала шить для себя. Потом с 2013 года, когда переехала уже в Якутск, я уже начала шить своим знакомым, подругам. И потом, как сарафанное радио, оно пошло и завертелось, да, завертелось, да? Закрутилось. Я опомнилась однажды, что у меня целый автопарк дома из швейных машин, да, и решила все-таки снять помещение, оформить самозанятость и уже начать работать на себя. Потом я принимала участие в конкурсе по соцконтракту, получила и решила еще больше расшириться, да. А потом я решила еще участвовать в конкурсе, который проводит наше государство по поддержке малого и среднего предпринимательства. Они нам вот в этом здании, ну не только в этом здании, да, в зданиях по республике они сдают начинающим предпринимателям за очень хорошие деньги, да, очень хорошая поддержка. И вот я участвовала в таком конкурсе и выиграла возможность разместиться вот в бизнес-инкубаторе в данном и в этом помещении, и вот работаю здесь с декабря месяца, получается, вот в этом здании. В этом здании. До этого момента я, получается, снимала сама за свои деньги. Вот так. Но все-таки такая хорошая поддержка, да? Очень, для прям очень хорошая, да. Предпринимателей. Социальный контракт очень хорошая поддержка, да, и вот такие вот помещения, которые сдаются с очень хорошей скидкой. Вот. Они прям очень сильно помогают нам, начинающим предпринимателям. Здорово. Вот мотайте на ус, да, уважаемые телезрители, кто хочет заняться, да, малым или средним предпринимательством. Алиандра, вот интересно, а в каком, скажем так, стиле, направлении вы чаще всего шьете? Это повседневная одежда, это какие-то нарядные платья, что вот конкретно? Так, в основном мы шьем коллективные заказы. Это школы, это детские садики, это танцевальные или какие-то вокальные коллективы, да. И ну и в основном они идут с национальным уклоном. Бывает так, что это вечерние наряды тоже шьем, и много шьем для тоже для танцевальных коллективов, получается, для подтанцовок наших вот, эстрадных артистов. Вот в таком направлении работаем. Сегодня мы будем делать, как уже говорили, корсет, да, с якутскими узорами. Что нам для этого понадобится? Вы уже, я вижу, сделали заготовки. Лекала, да? Это лекала, то есть я разрабатывала, получается, сама. Они основывались на выкройках из журнала «Бурда». То есть, получается, там была совсем другая модель. И я вот на своем опыте решила, что вот такое вот лекало самое подходящее, да? Ну, я думаю, те, кто шьет, те, кто увлекается, да, в принципе, тоже труда не составит, какое-то свое лекало, да, а мы будем показывать такой основной процесс. Корсет у нас уходит очень мало ткани, поэтому мы шьем его из остатков, да. Сначала разглаживаем. И затем его обрабатываем флизелином. Флизелин — это у нас такая клеевая ткань, она бывает разная, да? Ну, те, кто шьет, знают, что такое флизелин. А вот это материал? А это у нас атлас. Атлас. Все. Искусственный атлас. Так. И тут уже делаем термопрессом. Ну, этот пресс как бы предназначен для приклеивания тех
наклеек, всяких на ткани. надписей, да, на ткани. Но при всем при этом он очень хорошо справляется с флизелином. И самое хорошее, что он, получается, не портит утюг. Потому что он, если флизелин, бывает дублерин такой тканый, да, они пропускают сквозь себя клей. Ну, сквозь пропускает, и они портят таким образом. Вот этот клей прям сюда налипает, и бывает уже как бы сложно уже. Можно испортить. Портит. Да, можно испортить там вещь, которую шьешь, да? Я его прям как утюгом. Вообще очень много швейных гаджетов. В такое хорошее время живем. Всяких разных гаджетов очень много. Выбирай, не хочу. Да, были бы деньги, купили бы все. Складываем нашу ткань пополам, чтобы у нас сразу по 2 детали. Тут у меня, например, написано, да, номер детали и сколько нужно. Деталей. А эта цифра означает, к какой детали его присоединить. То есть, получается, начинаем с номера 1. Рисуем. Чтобы не забыть, можем написать циферку, направление и к кому он присоединяется. Да? И дальше вот так вот все детали прорисовываем. Оставляем место для припусков. Так как у нас еще будут косточки, мы будем оставлять для припусков побольше. Я каждый год провожу акции, да? И вот я тогда вот этот лекало разработала. А акция у меня называется, ну не называется, а «Подари платье выпускнику» называется. Я вот в этом году тоже ищу девушку. И если ты нуждаешься, если у вас так, положение трудное, да? Я понимаю, нет что возможности, да, нет возможности купить там платье мечты, да. И я понимаю, сколько только на организацию тратится денег, да. Это у меня идея появилась, когда у меня свои дети начали школу заканчивать. Я поняла, что я могу как-то хоть кому-то помочь, да, облегчить чуть. Кого-то осчастливить. Да. Да? Почему нет? Облегчить там финансовое бремя, скажем так, да. И вот решила помочь таким образом девушкам. В прошлом году я помогла девочке с многодетной семьи. Она она инвалид с детства. И вот я ей помогла, она была прям очень счастлива. Как здорово. Да. Получается, мы с ней встречаемся, обсуждаем, да, какое она платье хочет. Потом еще мы ходим, с ней тоже ткань вместе выбираем. Да? Что она хочет, да? Вот, дорогие выпускницы, тоже отличная возможность есть и у вас выбрать платье мечты благодаря вот Алиандре, да? Это вы уже который год, да? С прошлого года или еще раньше? 2 года. В этом году уже будет третий год. Ну, первый год был, как сказать, я знакомым помогала. Ну, как бы, и тоже считаю, да? Так, сейчас вырезаем все это. И такие же детали вырезаем из подкладочной ткани. Я люблю всякие такие красивые подклады. Поэтому, ну, когда открываешь, там красиво. Поэтому сейчас все это вырезаем. Так, сейчас меняем нитки, набираем на шпульку. В промышленных машинках вот эти нитки очень, ну, как бы сложно заправляются, да? Поэтому мы вот так вот хитрим. Там ничего не вынимаем, а просто вот так вот протягиваем. Чтобы это все тоже процесс убыстряло. Потому что когда шьешь много, да, и сроки у тебя, то тогда надо все процессы уже автоматизировать.
Так, теперь вот эти вот детали сшиваем, да? Как мы помним, уже писали. И сразу формируем выемки для наших косточек. Шили, да, основу, снова шили, подклад тоже соединили и шили еще вот этот вот элемент, который будет использоваться как национальный, да. Его можно потом украсить этими висюльками. Бисером, да? Да, бисером, металлом. Далее у нас идет, нам нужен вот такой вот китовый ус, он называется, и мы его примерно вот так вот поставляем, и он должен быть у нас меньше, чем основа, где-то на 2 сантиметра, потому что мы будем пришивать подклад, да? На 2 сантиметра и снизу, и сверху, да? И с того конца, да? Ага. Делаем вот так. Вот у меня тут зажигалка. И чтобы он не цеплялся, так как у нас атлас, да, ткань очень рыхлая, она цепляет и может там затяжку сделать. Мы зажигалочкой немножко обрабатываем, да? Обрабатываем. Ну, скругляем концы, чтобы не было этих заусенцев, да, этих острых краев. И вот так вот в каждую эту вставляем. В каждый вот так. Как называется? Туннель. В каждый туннель вставляем. И можно сразу парные резать, да, потому что у нас туннели парные с двух сторон. Потом можно резать сразу. Вот так вот можно шить корсет за пару часов. Ну, такой прям быстрый вариант, да? Без сильных там деталей. Ну и когда я, например, шью, да, что-то такое, там прям индивидуальное очень такое, я вплетаю в эти, ну, в свои стежки, как называется, алгыс, поэтому... Ну, с добрым помыслом, да, с какими-то, да? С пожеланиями, чтобы этот... И прям заказчикам говорю, прям этот, благословила, очень много хороших пожеланий, говорю, сказала. И, как ни странно, когда так делаю, да, я очень много шью одежду на конкурсы, когда они вот выезжают за границу, да, и вот когда они едут, они занимают очень хорошие места всегда. И я говорю, вот увидите, ну, как-то так, может, сама экзотика срабатывает или как, но, в общем, когда я узнаю, что они едут куда-то далеко, я вот прям начинаю вкладывать. Ну, считаю, что так и должно быть. Как бы, наверное, в любом деле, да? Ну, даже если, не если, а даже наши национальные узоры, наш национальный костюм, да, они же тоже имеют каждый виток значения. Поэтому я не использую в своей работе вот эти вот готовые, которые китайские, вот эти вот серебряные, золотые орнаменты, там все эти клеевые. Металлы. Да, продают же. Ну, металлы еще использую. Там у них можно найти хорошие, да. А вот узоры, я их не использую. Потому что, как бы, считаю, что они без знания, без этих сделанные, да. Возможно, теперь, даже где-то с ошибками. Да. Теперь соединяем подклад к основной детали, да, у нас. Это у нас лицом к лицу, например, вот, лицо подклада и лицо изделия. Лицом к лицу кладем и просто сверху и снизу соединяем.
Ну, тут у меня вот, видите, да, немножко огрехи, я по ходу буду их уже сглаживать, да. А те, кто только начинают, уже могут прям сначала вырезать, а потом только шить, да. Ну, те, кто не уверен. У меня уже давным-давно глаз наметанный, поэтому я в себе очень уверена. Вырезаем лишнее, оставляем здесь где-то 5 миллиметров, да, чтобы не распустилось и чтобы не мешало. Ага. И теперь вот так вот выворачиваем. Мы здесь с этой стороны не шили, да? Теперь вот так вот выворачиваем. Все, основа корсета готова. Красота. Сейчас вот эти вот мы будем гладить. Пока у нас утюг греется, мы подготовим наши люверсы. Так, ну и будем использовать такой пресс, чтобы вставить наши люверсы, да? Вот такие вот различные насадки есть, да? Они бывают, ну как бы на все вот такие железные штучки, чтобы вставить на него отдельные насадки, да? Ага, разные все. Да, разные все. Можно вставить замочки, можно вставить большие люверсы, пуговицы на джинсы, кнопки. Для каждого случая есть свои насадки. Где-то, чтобы оно было в 1 сантиметре, да? Сантиметр. И тут с этой стороны тоже 1 сантиметр, чтобы он был. Сантиметр, 1 сантиметр. Так. И делаем прорезывателем дырочку. И берем люверс. У меня 4 размера. Они как бы универсальные, очень удобные. Есть и большие, ну, большого размера тоже есть. Но я в основном пользуюсь 4. Вставляем. Сжимаем, да? Все. Готово, да? И вот такая вот Так вот. полностью обработанная дырочка у нас получается, да? Будем делать по 2 штуки на каждую. Потом разгладим и покажем. Будем вставлять люверсы. Расстояние у нас между люверсами будет 4 сантиметра. И я вот так 5 штук, да? 5 штук. Я вообще сама по себе очень ленивый человек. Поэтому придумываете какие-то эти... Да, и говорят же, лень двигатель прогресса, да? И поэтому я очень много придумываю, как упростить себе работу, чтобы можно было быстро. И начинаем то же самое прессом. 1, 2, 3, и у нас будут. С одной стороны уже люверсы вдеты. Какая все-таки удобная вещь, да? Да. Даже в быту, наверное, не помешает. Да, что-то там закрепить. Что-то пуговичка оторвалась от тех же джинс, да? От ремней. Бывают же такие тканевые ремни. Ну и стоит она, в принципе, недорого. Ну, у нас вот основа корсета готова, да? Она будет вот так выглядеть. Красота какая. И вот эти штучки сейчас мы прикрепляем. Оно будет у нас съемное. То есть его можно будет снять, убрать. И вместо него можно будет нацепить все, что угодно. Что-то другое. Да. И на эти места мы, например, примерно, да, он обычно у нас вот здесь вот распределяется же, да, где-то так. И здесь тоже. Так, это будет у нас начало. И здесь, получается, мы делаем то же самое, люверсы. Можно вот эти штучки как сумочку сделать, да, чтобы там телефон карманчик, хранить, да. Маленький такой карманчик. Так. Теперь мы примеряем его и смотрим, на какой длине мы хотим расположить вот этот. Можно вот так, как угодно, да. Если можно вот так вот вообще внизу. И
Ну, я хочу кому как нравится, да? Ага. В сантиметрах это у нас будет... Это 8 сантиметров. 7-8 сантиметров. Берем цепочку. Можно не цепочка, а вот как раз из бисера все это сделать. У кого нет, например, люверсов, да? Можно, например, здесь сделать какие-то вот такие вот петельки, чтобы из них сделать. Так. Теперь сюда в одну сторону вставляем большой карабин. Так. Ну, для этого, как бы, для придания аутентичности. Хотя, казалось бы, да, не очень сочетается карабин и этот, да. Можно погрубее, можно понежнее, кому как нравится сделать. Красотишка какая. Ну и все, вдеваем шнурки. Обычно на один корсет у нас уходит порядка 3 метров шнура. Это из чего? Это полиэстер, наверное. Такой красивый, блестящий. Тоже примерно на глаз сделаем. И обычно я вставляю снизу, чтобы этот сверху затянуть и можно было спрятать сюда внутрь в него. В общем, понятно, да? Так вот вставляем. И хочу показать, что у нас получилось. Мы посадили его с 2 сторон на карабин, да? Так, сюда можно, как уже было сказано, там разные висюльки, бисер, да. Здесь тоже можно, в принципе, тоже бисером украсить, да. А потом, если надоедает, или мы идем просто как вечерний вариант, да, просто с платьем. Просто отцепляем. Да, отцепляем. Да. Можем что угодно другое потом, да, прицепить. Я считаю, что это очень практично и как бы можно... Да, вот мне понравилась идея, да, вот сделать здесь как в качестве кармашка, да, чтобы положить какую-то мелкую вещь, деталь, телефон, да, помаду, там карточки, да, что-то такое. И Ну, так и можно вот такой вот, в любом формате его сделать. То есть она, ну вот я вот так сделала, да. Ее можно в любом формате сделать, украсить как хотите, можно бисером, можно эти всякие наклейки, да. Ну и не обязательно, чтобы здесь было якутское, да, что там можно же поменять. И вот так. Ну и на все, как говорится, фантазия человека, да? Ну и вот такая вот универсальная вещь у нас сегодня получилась, благодаря Алиандре, да. Ну и, как мы сказали, фантазируйте, творите, да. Претворяйте свои идеи в жизнь. Ну, а нас ждет 2-й мастер-класс, который вы увидите в одном из следующих выпусков. А что это будет? Это будет у нас сумочка на фермуаре. Поэтому оставайтесь с нами, не прощаемся.